Селям алейкум! В эфире программа «Софрага Буернс». И я, Эльвина Чекиева, снова рада видеть вас в нашей студии. Красота спасет мир. Данный девиз актуален не только в фэшн-индустрии, но и в нашем сегодняшнем выпуске. Блюдо, которое мы будем готовить сегодня, пополнит копилку даже самого капризного гурмана. А у нас в гостях стилист-модельер международного класса, основатель и руководитель Академии наращивания и моделирования волос Лиля Мамутова. Стремление каждой девушки быть стильной и привлекательной может воплотить героиня нашей сегодняшней программы. Талантливый стилист-модельер Лиля Мамутова знает, чего хочет каждая девушка и помогает раскрыть индивидуальность каждого клиента. Лиля Ханым создает современные, яркие и оригинальные образы, которые гармонично дополняют повседневный образ. Победительница многочисленных конкурсов не останавливается на достигнутом и с уверенностью продолжает покорять новые вершины в своей профессии. А сегодня Лиля Мамутова поделится с нами оригинальным рецептом блюда на гостеприимной кухне «Софрага Буернс». Лиля Ханум, селям алейкум, рада видеть вас у нас в гостях. Селям алейкум. Лиля Ханум, с каким рецептом вы сегодня к нам пришли? Что мы будем готовить? Да, я очень хочу, чтобы мы приготовили не обычное блюдо, а денежный салат. Какие ингредиенты нам понадобятся? Почему он денежный? У нас чечевица, которая очень похожа на монеты, курага, лук, орехи, и в конце мы украсим зеленью. Здорово. Очень простой, легкий салат, но главное смысл салата. Каждая хозяйка сможет такой салат повторить. Да. Хорошо, с чего мы начнем? Эльвина, я вам предложу нарезать мелко лук, а я начну резать курагу. Так, курагу вы нарезаете кубиками, да? Кубиками, да. Хорошо. Лиля Ханум, мне не терпится с вами познакомиться и познакомить наших телезрителей с такой личностью, целеустремленной, успешной, как вы. Почему вы выбрали именно это направление, индустрию красоты? Я всегда проявляла интерес к волосам, к красивым вещам, девушкам с детства. Когда приходили к нам в гости, я старалась всем сделать укладки, прически. Садилась сзади на диване, будучи ребенком, и делала всех красивыми. С этого начиналось. И, конечно, когда был выбор профессии еще в школе, УПК называлась, я очень хотела раньше быть юристом, но не было мест тогда. И подруга уговорила пойти на парикмахера. Мы прошли тесты, мне очень понравилось. Я ходила ко всем родственникам, друзьям, предлагала сделать их красивыми. Они соглашались? Они соглашались, да, теперь вспоминают. Как здорово. Было хорошо. Все-таки не зря вы выбрали это направление и не было мест на юридическом факультете. Да. Видимо, это ваше. Лиля Ханум, я знаю, вы открыли академию имени так называемой Лили Мамутовой. Расскажите, очень интересно, откуда такая идея? Такой идеи раньше не было, чтобы открыть академию имени. Началось с того, что когда-то давно мне предложили, после определенного опыта работы, мне предложили участие на международном конкурсе по парикмахерскому искусству. И я приняла участие, призовое место заняла, предложили дальше, выиграла все финальные и открытые чемпионаты, после чего предложили, конечно, участие на чемпионате Европы. Какие масштабы! Да. И на чемпионате Европы из 44 страны тогда было. Я заняла первое место, стала абсолютным чемпионом Европы. Молодцы! Как вам это удалось? Благодаря каким качествам? Лидерские качества обязательно, лидерские качества. И у меня было очень большое желание выиграть. Я даже не сомневалась, что я могу не выиграть. Это какая должна быть вера в себя, в свои силы? У меня много тренеров, у которых я училась, повышала квалификации, учителей. И главная из них Шмелева Тамара, она тоже мастер международного класса. Когда-то я давно к ней пришла после второго конкурса. И я ей сказала, что я хочу стать чемпионом Европы. Прям пришли, так и сказали? Да, я так ей сказала. Она меня спросила, а у тебя есть квартира? А почему именно такой вопрос? И я тоже удивилась, я говорю, нет, а зачем? Она говорит, чтобы продать и поехать участвовать на чемпионат Европы.
То есть финансовая Да, часть. здесь. да. Ну, вот подготовка, ездили к тренерам. Это все проходило не в нашем городе. Одеть модель, подготовить. Ну, это все большие очень Как вы оказались выбрали деньги. модель? У меня обслуживалась девочка. Первая модель моя, кстати, это Сание ее звали. Мы не на чемпионате Европы, на международный конкурс мы с ней ездили. И она приходила, такая красивая, я ей всегда любовалась. А она говорила, что ой, у меня это не то не то. То есть находила в себе недостатки, Да, а вы видели постоянно в ней недостатки. красоту, да? Да, я вообще Интересно. видела, я думаю, где она видит, что у меня не то. Я ей предложила, я сказала, ты самая красивая из всех, кого я знаю, поэтому поехали со мной участвовать. Какие эмоции у нее были? Она, наверное, Ну, была она шокирована. была в шоке, да. Я очень хотела, чтобы для нее это тоже было очень большим плюсом в жизни, в продвижении. И победа какая-то над самим собой. Да, победа. Так и получилось, на самом деле. Вообще на каждом конкурсе очень важна роль модели. Мастер делает свою работу, насколько он может, технически. А остальное выступление, поведение, подача себя, это зависит от модели. Вот. И вместе с ней мы это сделали. Молодцы, я вас поздравляю. Спасибо. Это был первый конкурс, и после него, конечно, захотелось участвовать дальше. Пришла к тренеру, и она мне сказала, что у меня не получится. Она сказала. Я очень обиделась на нее, вышла. И вы хотели доказать ей? И ей хотела доказать просто. Я думаю, я ей сказала, все же участвуют, почему я не могу участвовать? Чем я отличаюсь от других, да? Стремительно. Я работала очень активно, училась у разных преподавателей, у многократных чемпионов, тренеров, сборных. И постепенно выигрывала конкурс за конкурсом, прошла тур определенный, и меня вот пригласили на чемпионат Европы, где мы и участвовали уже со второй моделью. Конечно, очень верила в то, что у меня даже, вот так говорят, мысли материальны. Вы верите, да, в это? Да, я верю в это. Это сейчас я просто вспоминаю об этом, повесила бумажку. Я абсолютно чемпион Европы у себя в шкафу. И каждый раз, открывая шкаф, я смотрела, читала, я сама говорю, ой, не может быть. Но все равно продолжала это делать. Здорово. Нужно Друзья мне тоже все. повесить такое. Да, конечно, я считаю, что это нужно. Я хочу, чтобы наши дорогие телезрители взяли эти рекомендации и советы себе на заметку. Приносит ли ваша работа вам удовольствие? Огромное удовольствие. Не от того, что я делаю, а от того, что все уходят от нас счастливыми, уверенными в себе. Они находят свою любовь, они достигают успеха в карьере. Мы по много-много лет дружим со всеми, с кем я вот начинала. А вот интересно узнать, какими навыками должен обладать человек, чтобы развиваться в этой сфере? В этой сфере или в другой сфере нужно обладать навыками, целеустремленность обязательно, упорство. Даже если не получается, нужно делать, вот, у вас все получится. И огромное желание, конечно. Как вы думаете, от окружения что-то зависит? Да, от окружения, конечно, зависит. Если рядом позитивные люди, тоже будьте всегда в позитиве. Я с вами полностью согласна. Лилия Ханум, лук я уже нарезала, смотрите. Как часто вы готовите? Готовлю часто, каждый день, вот, ну, чтобы с удовольствием и что-то придумать интересное. Это бывает редко. Но если редко, то, думаю, метко. Да, редко-метко. Лилия Ханум, насколько мне известно, у вас в академии также проводился курс для деток «Парикмахер юниор». Для меня, если честно, это новшество. О таком я слышу впервые. Расскажите подробнее, как отнеслись дети к данной профессии? Да, это я придумала для того, чтобы немножко мотивировать и чтобы у детей была цель. Отнеслись очень хорошо, и то мы это всем не сообщали, а по своим знакомым, по клиентам. Все очень обрадовались, и у нас всегда есть желающие. Вот, в свободное время проводим такой курс. Дети от 5 до 9 лет и от 9 до 14 лет. Они приходят, делают, мы им даем манекены, делают прически, укладки, Здорово. потом друг другу делают. Мы полностью освобождаем салон, они как взрослые, как парикмахеры. Я представляю их чувства. Да, они делают и мамам прически, и вообще понимают, что они девочки, что нужно ухаживать за собой, за волосами, что нужно делать укладки, косички плести. Это они уже все умеют. Одним словом, дети данную профессию освоили с помощью такого курса. Освоили, да. Как часто проводится данный курс?
Мы проводим тогда, когда у нас освобождается свободное время. Следующий курс будет в новом году или конец января, начало февраля, поэтому всем можно давать нам присылать заявки. Курагу порезала. Отлично, смотрю, одинаковые такие кубики. Что вы делаете для того, чтобы вот молодые девушки выбирали именно вас? Как вы выдерживаете конкуренцию? Ну, никакой конкуренции для меня нет. Я вне конкуренции. Да. Ну, я об этом не думаю. Просто для того, чтобы быть всегда впереди, нужно прослеживать все новшества, чем я и занимаюсь круглосуточно практически. Одним словом, идти в ногу со временем. В ногу со временем, да. Я продолжаю учиться, я езжу по всем городам и странам. Молодцы. Да, дальше тоже у меня есть цели, поэтому мы постоянно учимся, следим за всеми новшествами. Давайте перечислим 5 основных критериев, благодаря которым Академия привлекает девушек. Да, с удовольствием. Первое, для нас главное, это мы работаем очень честно и искренне. Второе, это для нас очень важно работать с любовью, и каждый мастер в моей команде делает то, что он умеет лучше всех и любит больше всего. Думаю, третий критерий можно добавить то, что у вас дружеская атмосфера. Дружеская атмосфера, да, мы все любим наших гостей, принимаем участие во всех семинарах, выставках. Пятое, конечно, мы следим очень за качеством всех материалов, с которыми мы работаем, чтобы это было 100% качественное, натуральное. Проверяем все на себе в первую очередь. А потом уже на клиентах. Да, а потом уже на клиентах. Лилия Ханум, это очень здорово, что ваша команда и вы, в частности, идете в ногу со временем, развиваетесь и приносите что-то новое. Согласна. Думаю, мы можем приступить к орехам. Да, давайте нарезаем. Как мы их нарезаем? Мелко. Очень интересное сочетание в блюде. Чечевицы, орехов и кураги. Да, этот рецепт я нашла когда-то очень давно в журнале. Решили приготовить. Да, решила приготовить. Необычный очень рецепт. Да, я заметила, что вы любите что-то новое, необычное. Да, да. Лилия Ханум, вот у каждого мастера свой почерк индивидуальный, который его отличает от всей толпы. Есть ли у вас свой почерк и какой? Для меня очень важна технически чисто выполненная работа. Я думаю, это самое главное. Профессионально говорят, чисто. Да. Это когда-то я проходила обучение у очень известного мастера, именитого. И он сказал, вы каждую работу должны делать так, как будто у вас сзади 100 человек сидит на семинаре, и вы показываете эту работу, как ее делать. При выполнении работы должна быть очень красивой. Презентабельно. Презентабельно, красиво, потому что очень много мастеров, парикмахеров и других мастеров работают. Клиент не видит, как он там проборы ровно и неровно делает, и допускает такие нюансы. У нас это не допускается. Должно быть все ровно, красиво. Думаю, консультируете с клиентом. Это обязательно, да. У нас консультация отдельно проходит. Лилия Ханум, мне известно, что вы являетесь не только основателем Академии моделирования волос, вы также являетесь и стилистом-модельером. Расскажите подробнее об этом. Чувствуете ли вы ответственность? Да, я чувствую ответственность при работе с людьми. Моя работа должна соответствовать этому званию. И каждый раз, как новичок, всегда думаю над работой, которую буду делать. Чем вас привлекает это направление? Какие плюсы? Плюсы всегда что-то новое, интересное. Можно всегда развиваться, не останавливаться на достигнутом, да, и узнавать новое и новое. Потому что каждый день что-то такое появляется, о чем я еще не знаю. С вами полностью согласна. Мне вот интересно мнение клиентов, их отзывы. Очень важно, над чем я сейчас больше работаю, теми вещами, чтобы не просто сделать красивую девушку еще красивее, да, а чтобы исправить нюансы, которые возникают в жизни человека. То есть жизненные ситуации? Жизненные ситуации. Очень часто занимаемся восстановлением волос после серьезных заболеваний. Когда помогаешь в таких ситуациях, то понимаешь, что ты не просто так живешь, не просто так работаешь. Делаешь кого-то счастливым. Да. Меняется жизнь. Они об этом пишут, даже если они уезжают в другие страны, в другие города, да, просто пишут свои отзывы. Хочется жить, творить дальше, помогать еще большим людям. Поэтому это для меня очень важно. Лилия Ханум, как красиво у нас и замечательно все получается. Орехи я уже нарезала, я вижу, что вы тоже. Да. Предлагаю вам перейти к следующему этапу. Сейчас мы будем варить нашу чечевицу. Перед этим мы ее предварительно замочили в воде. Да, замочили в воде, дорогие телезрители.
на целый час. Лилия Ханум, сколько варится чечевица? До часу. Замечательно, тогда я перейду к обжариванию. Да, Эльвин, для этого нужно лук и курагу вместе обжарить на подсолнечном масле. Лилия Ханум, мне известно, что совсем недавно вы запустили линию сумок, очень модных, которые выполнены исключительно ручной работой. Почему решили заняться именно сумками? Постепенно это все шло. Я очень люблю сумки. Сумки и обувь очень люблю. Захотела себе заказать сумку, поэтому искала долго мастеров, искала, где заказывать кожу, фурнитуру. Сидела вечерами, иногда ночами, этим занималась, как-то и вдохновлялась. Вот. И постепенно нашла мастеров, которые готовы работать со мной, которые хотят изготавливать интересные модели, не такие, как все. Также для меня очень важно, как и в прическах, так и в сумках, сочетание нескольких фактур. Интересно. То есть мы используем, кожу разных фактур. Какую кожу, кстати, вы используете? Как и овечья, так и у нас есть экзотические кожи. Это кожа питона, кожа крокодила. Здорово. А сколько времени уходит для того, чтобы создать одну сумку, например? Может уйти от 2 дней до недели, в зависимости от сложности сумки. То есть срок не маленький. Да. Лилия Ханум, я знаю, что есть интересная история о том, что вы не хотели этим заниматься, но все-таки судьба сложилась так. Не то, что не хотела, даже, наверное, не ожидала, что это может продаваться и как-то расширяться. Первую изготовила себе, попросили ее, очень понравилось девочке, попросили продать. Продала. Вторую также изготовила, но уже совсем другую, под другое настроение. Тоже понравилось, попросили продать опять. Вот. И так пошло одно за другой, но каждую последующую я говорю каждый раз мужу, эту я уже оставлю себе, эту точно себе. Нет, опять находится покупатель, да? И так вот каждая сумочка находит свою любимую обладательницу, и уходит от меня с Как вы остаетесь с сумочками? Легко, хорошо, знаю, кому это уходит, поэтому желаю счастья, удачи тому человеку, который ее забирает. Чтобы эта сумочка принесла удачу. Удачу обязательно. Да, я думаю, клиент чувствует эту энергетику, что работа сделана от души и с удовольствием потом носит сумочки. Лилия Ханум, как вы думаете, пришло ли время добавлять курагу? Давайте добавим. Добавляются ли специи при обжаривании? При обжаривании нет, в конце мы добавим соль. Хорошо. Также очень важно при приготовлении этого рецепта, то есть самое главное, настроиться на хорошую прибыль для того, чтобы получить больше благ от нашего салата. То есть думать об этом? Да, обязательно. Делать с любовью. Так, это сейчас загадаю тогда желание, пока вы находитесь рядом со мной. У всех происходили чудеса или неожиданные премии выдаются, подарки дарятся. Это касается только работы, либо... Нет, вообще, вот у нас был, кстати, случай такой, расскажу. Тоже я готовила денежное, и пришла ко мне подруга, с которой мы собирались ехать на семинар. Очень дорогостоящий был. Заказали мы за неделю до этой встречи, это все оплатили. Пришла она отдавать билеты. Сидим вдвоем, и тут в этот момент позвонили нам и говорят, что мы нашли ваши данные в каких-то архивах, и у вас есть скидка на наш семинар. Интересно. Да. И хорошую нам скидку сделали. Хорошая новость, да? Да, очень хорошая. Хотя неделю назад мы оплатили. То есть в течение недели это не произошло, а именно вот в этот момент. Лилия Ханум, посмотрите, как обстоят дела с чечевицей. Варится все хорошо. Чечевица, потому что на монетке у нас очень. Да, согласна с вами. Очень интересная денежный форма. горшок с монетами. Сейчас мы добавим уже соль. Хорошо. Думаю, немного, да? А когда мы добавляем орехи? Орехи добавляем в самом конце. Хорошо. Аромат неимоверный. Наша начинка уже готова. Чечевица тоже готова. Предлагаю перейти к оформлению. Отлично. Практически у нас все готово. Лилия Ханум, что мы сейчас будем делаем? смешивать. И в итоге наши орехи, да? Да. Лилия Ханум, можно ли варьировать в этом блюде? Например, добавить не грецкие орехи, а любые другие? Можно, конечно. Все мешать. Главное – настрой. Угу. А что бы вы еще добавили в это блюдо? В конце зелень только я добавила. Теперь нам нужно салат тщательно перемешать. Сейчас мы добавим орехи.
Лилия Ханум, я хотела бы у вас спросить, а что для вас вот первоначально, мода или стиль? Очень важно и мода, и стиль, но самое главное, чтобы учитывали все нюансы человека, который носит прическу или ходит с сумкой и одеждой, чтобы это все подходило этому человеку под образ. Вот очень многие девушки, так скажем, гонят за модой, не учитывая свой личный стиль. Вот как вы к этому относитесь? Что вы можете сказать по этому поводу? Правильно ли это? Я больше люблю индивидуально подбирать стили, чтобы каждая учитывала все нюансы и подчеркивать все плюсы, а не просто стиль и мода. В первую очередь должна быть индивидуальность. Да, индивидуальность. Хорошо. Какая красота у нас получилась? Настоящий денежный салат, Лилия Ханум. График у вас достаточно плотный. Как вы проводите свое свободное время? Есть ли у вас хобби? В свободное время я очень люблю читать книги, развиваться, смотреть фильмы вдохновляющие. Ну и, конечно, путешествовать и проводить время с семьей. Лилия Ханум, так как человек вы целеустремленный, вы любите мечтать и ставить цели. Давайте немного помечтаем. Кем вы видите себя, свой бизнес через 5 лет? В моих планах, скорее всего, это участие и победа на чемпионате мира. Ну, я об этом мечтаю давно, и я думаю, что это сбудется. Сейчас небольшой перерыв. Обязательно, я в вас верю. Постепенно расширяться по своей деятельности, открывать салоны в других странах. Я желаю вам профессиональных успехов, чтобы была не одна академия, а множество и в разных странах. Да, спасибо. Мы все перемешали, перекладываем. Лилия Ханум, сегодня мы очень много говорили о вашей работе, но хотелось бы узнать ваши секреты. Как вы ухаживаете за собой? Есть ли у вас рецепт красоты? Как такого рецепта красоты нет. Всегда стараюсь выделить немножко времени для того, чтобы уделить себе. Наловчилась быстро и красиво за собой ухаживать, делать по уходу масочки, укладочки, процедуры, чем мы делимся на наших курсах. Также самый главный рецепт – это любить себя. Самое главное. Самое главное – вы себя любить любите? себя. Да, я очень себя люблю. Вот если по шкале от 0 до 10, ну сколько вы себя любите? На 9 люблю. На 9. Тот, кто любит себя, он может дарить любовь мужу, детям, окружающим. Здорово. Это хорошо, когда человек себя любит. Главное любить в меру. Да. Над каким проектом вы сейчас работаете? Ну, мне пришло в голову поделиться опытом и секретами с девушками, особенно мамами многодетными или просто молодыми мамами, как быстро сделать укладку, сделать коктейльную прическу, как вообще правильно ухаживать за волосами. Это такой семинар 2-3-часовой, абсолютно бесплатный для мам. Единоразовый? Да, единоразово. Хочется больше поделиться своим опытом, знаниями, да. Тем более уже наловчилась, как мама, как это все происходит, а не просто рассказывать. Что могу сказать, Лилия Ханум? Тема актуальна, и думаю, желающих тоже будет много. Да. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Вы довольны результатом? Да, очень довольна. Лилия Ханум, ваши наилучшие пожелания нашим дорогим телезрителям. Желаю всем быть уверенными в себе, любить себя, посвящать себе время для развития, для того, чтобы проводить с семьей. И не забывайте мечтать, потому что мечты все сбываются у того, кто в это верит. Замечательные слова. Чох сага у нас Лилия Ханум, что пришли к нам в гости, поделились таким богатством, не побоюсь этого слова. Всегда вам рады. Очень было приятно с вами готовить. Я уверена, что я услышу о ваших дальнейших достижениях и буду радоваться этому. Чох сага у нас. Обязательно постараюсь вас обрадовать. Дорогие телезрители, я присоединяюсь к пожеланиям нашей гости. Начните день с улыбки, будьте красивыми и неотразимыми. Это была программа «Сопрага Буйрнус», Аштатлаусын Корышкенче.